Добрый день, в эфире телеканала НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Столицу и Чуйскую область ждут дополнительные меры в рамках борьбы с распространением COVID-19. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Однако не пояснил, какие именно. Сообщается, что они уже приняты, но их озвучат после заседания республиканского штаба. Будут ли это ограничения по времени работы определенных объектов, их закрытие или же карантинные правила перемещения или пребывания граждан вне дома, как это было в период локдауна в Кыргызстане прошлой весной. Министр констатировал, что эпидситуация продолжает ухудшаться на севере республики и поделился мнением, с чем это связано. По его словам, через Бишкек и Чуйскую область прибывают граждане из других стран. В Иссык-Кульскую область приезжают отдыхающие. Еще один фактор роста случаев заражения – начало занятий в школах. Главный врач страны также опасается, что увеличение количества заболевших может случиться и после выборов. 11 апреля, напомним, в республике будут избирать депутатов местных кенешей. На сегодня в Кыргызстане выявили 98 новых заразившихся коронавирусом. Большинство заболевших в Бишкеке – 48 человек, в Чуйской области 36, 6 человек на Иссык-Куле. Количество болеющих уже перевалило за 1200. Около 600 человек на дому получают лечение. Под наблюдением в стационарах более 500. 23 человека в крайне тяжелом состоянии, 114 в тяжелом. Еще один человек скончался. Отметим, что в республике тем временем продолжается вакцинация. В Бишкеке получили первую дозу 84 человека, это из них медицинские работники 78, это старше 65 лет 1 человек, оказывается, получил, и педагоги, персонал образовательных заведений 3 человека, и государственные служащие, это, наверное, силовых структур, 2 человека получили. В Чуйской области точно так же пожилые лица старше 65 лет 1 человек, медицинский работник 37 человек, сотрудники силовых структур 1, государственные служащие 1, и в городе 69 человек, в основном это получили медицинские работники. После вакцинации какие могут быть явления, потому что небольшая субфебрильная температура, головные боли и незначительная боль покраснения вместе укола – это существенно для всех вакцин. Кроме закрытия детских площадок, стало известно, что в Бишкеке снова запрещают проводить массовые торжества, прежде всего свадьбы. В городе, напомним, санэпидемиологи и ответственные сотрудники мэрии проводят рейды по объектам массового скопления людей. Это торговые и развлекательные центры, общественный транспорт. Все компании, фирмы, цеха и производственные площадки в городе вновь обязаны соблюдать строгий режим по соцдистанцированию, масочному режиму и дезинфекционным мероприятиям. В Бишкеке, как заявила сегодня представитель центра Госсанэпиднадзора, с каждым днем идет прирост заболевающих. В целом за прошедшие 3 месяца более 3000 горожан заболели. В марте это 1190 больных. Ну а за прошедшие сутки, еще раз напомню, 48 новых инфицированных. В том числе есть и 8-месячный малыш. Хочу отметить, что из числа контактных вчера был зарегистрирован 8-месячный ребенок, который был в контакте с сестрой. Сестра была ПЦР положительная от 25 марта. И этот ребенок тоже был обследован после появления клинических симптомов. И у ребенка был ПЦР положительный. И опять-таки хочу обратиться, что те же, что и выполняли правила в 2020 году, остается в этом же году: ношение масок, соблюдение дистанции, обработки рук. И, конечно, как на дому и также во всех наших организациях нужно будет проводить влажную уборку с последующим проветриванием помещения. Начальник управления налоговой службы Первомайского района задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сегодня сообщили в ГКНБ. Там заявили, что вместе с подчиненными он наладил коррупционную схему и систематически вымогал деньги у предпринимателей за положительное решение вопросов, отнесенных к компетенции налоговиков. Следователи провели специальные мероприятия. Санкции суда зафиксировали и задокументировали факты получения задержанным денег от бизнесменов и даже дальнейшее распределение этих вознаграждений между ним и сотрудниками налоговой. В ГКНБ добавили, что аналогичные схемы по получению взяток от субъектов предпринимательства имеют место и в других территориальных подразделениях налоговой службы.
Бывший глава Минздрава Кусмузбек Чолпонбаев переведен под подписку о невыезде. Ранее, напомним, из-под стражи его отпустили под домашний арест. Экс-главу системы здравоохранения, напомним, арестовали в сентябре прошлого года. Финполиция предъявила ему обвинение в злоупотреблении должностным положением. Следователи ГСБ тогда сообщили, что руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, что нанесло государству и бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов. После у Кусмузбека Чолпонбаева случились проблемы с сердцем, и ему сделали операцию. Подозреваемый в краже съел гвозди, а после сбежал из больницы. Месяц назад мужчину задержали, поместили в СИЗО-1 на основании вынесенной в его отношении меры пресечения. Через некоторое время арестованный пожаловался на здоровье. Его госпитализировали в Национальный хирургический центр, где выяснилось, что в желудочно-кишечном тракте находится инородное тело. Мужчина признался, что во время задержания проглотил гвозди. Подозреваемого охраняли сотрудники милиции Октябрьского района, но ему удалось сбежать. В отношении охранников, допустивших побег подследственного, начата служебная проверка. Посещение бассейна спровоцировало отравление. Вошедшие с детей после плавания почувствовали слабость и тошноту. Пришлось обратиться к врачам. Последние после обследования поставили диагноз отравление неизвестным химическим веществом. Как рассказали в Волжской областной детской клинической больнице, двоим прописали лечение, отпустили домой сразу, а вот 4 пришлось оставить под наблюдением. Бассейн частный. Милиция и соответствующие структуры назначили проверку и экспертизу на предмет соблюдения там санитарных мер. Забор детского сада завалился в котлован, строящегося по соседству дому. К счастью, инцидент случился в позднее время, когда в дошкольном заведении уже никого не было. Директор частного садика рассказал, что туда рухнула кухня со всей бытовой техникой, плитой, холодильниками, мебелью. Руководитель также пожалует, что вырод котлован под 12-этажный дом был в 50 сантиметрах от забора. И куда она только не обращалась, в мэрию или в госэкотехинспекцию, но никаких мер предпринято с их стороны не было. Осадки сделали свое дело, и хозпомещение вместе с забором обвалилось под строящийся дом. Между тем, стройкомпания, которая возводит этот объект, заявила, что все разрешительные документы на строительство у них имеются, и вины в случившемся не признают, так как, по их словам, разрушившийся забор – это старая стенка от гаражей, которые ранее находились на территориях участка, а владельцы садика пристроили к нему помещение, которое по документам проходило как сарай. 5 детсадов и 5 школ построят мэрия в ближайшие 2 года. Сегодня об этом сообщили муниципальные чиновники Бишкека. Деньги заложены в городском бюджете, пока в размере 50 миллионов сомов, но остальное обещают изыскать в ходе строительства в новом году. Еще к ряду соцобъектов возведут пристройки. Так уже начаты работы по возведению доп. Помещения к детскому садику номер 12. Там же планируют котельную перевести с угля на газ. Всего такую реконструкцию отопительной системы на голубое топливо обещают в 14 объектах. Пристройка будет в школе номер 40 и 20. Построить мэрия обещает также большую поликлинику в Кокджаре с размещением в ней 5 машин скорой помощи. Новая больница должна появиться также близ Дордоя. Крупную пристройку планируют к ЦСМ номер 1, а также на месте прачечной. В 4-м роддоме возведут скрининг-центр. Минэнерго намерена закупать дополнительный газ в Узбекистане и Туркменистане. Переговоры, как сообщается, уже идут. По словам главы ведомства Кубанычбека Турнубаева, этот вопрос обсуждался с президентом соседней республики Шавкатом Мирзиёевым. Теперь поставки голубого топлива хотят обсудить и с руководством Туркменистана. Закуп газа нужен стране для того, чтобы снизить потребление электроэнергии. В этом году, напомним, страна побила рекорды по суточному потреблению. Максимальное количество было потреблено 6 января в объеме 73 миллионов киловатт-часов. Тем более, что продолжается маловодный период, а уровень воды в Токтагулке катастрофически падает. Кроме экономии электроэнергии, отмечает Минэнерго, это позволит снизить цену для потребителей на газ. «Газпром» при этом осведомлен. Возражений пока не представил. 1,5 миллиарда сомов получил бюджет за счет выплат подозреваемыми по уголовным делам. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там пояснили, что деньги перечисляются на специальный счет в поддержку республиканской казны. Финансисты говорят, что и по зачислению, и использованию имеется особое положение. Всего на счету аккумулирован 1 миллиард 665 миллионов 728 тысяч и 97 сомов. Кроме денег, перечисленных в результате возмещения ущерба от преступлений, и граждан, заключивших сделки со следствием, жертвовали также средства компаний и рядовые кыргызстанцы. Юрлицы перечислили чуть более 68 миллионов сомов и чуть меньшую сумму в 63 миллиона физические лица. И на этом у нас пока все.
Мы с вами прощаемся. Смотрите наши дальнейшие выпуски новостей.